Здравствуйте, в эфире программа «Аптат НСС». С вами Инкара Карашаева. И в ближайшее время расскажем вам о главных событиях уходящей недели. В Октябре отпраздновали День благодарности. В рамках мероприятия прошло чествование меценатов. День благодарности – это праздник проявления лучших человеческих качеств, особенно гуманности и милосердия. В Казахстане отметили День образования криминалистической службы. Наш корреспондент узнал из первых рук о работе экспертов в погонах. Я занимаюсь в основном баллистикой, отстрелом оружия предоставленного. Кроме этого, мы еще занимаемся трассологическими исследованиями. В преддверии паводка в области усилилась работа по очистке русел водопропускных труб и подмостовых зон. Заготовлено 100 тонн бутового камня, дополнительно еще 700 тонн мы заготавливаем, 300 тонн щебня. 1 марта казахстанцы уже в 9-й раз отметили День благодарности. Символом данного праздника является одно из самых важных человеческих чувств – выражение благодарности за помощь и поддержку. Немного из истории. В различные годы казахский народ принимал у себя сотни тысяч переселенцев, делясь с ними всем, что имел. В результате нескольких миграционных волн на территории Казахстана возникла уникальная конгломерация из 130 этносов, исповедующих 17 религиозных учений. Отразить суть сложного и порой драматичного исторического процесса и призван данный праздник. В октябре празднование Дня благодарности – добрая традиция. Торжественное мероприятие в честь события прошло в октябре в здании городского дома культуры. На праздник пригласили представителей разных профессий. Со сцены прозвучали слова благодарности за ежедневный труд каждого актюбинца, что помогает развитию региона. В рамках мероприятия прошло чествование меценатов, спонсирующих реализацию крупных социальных проектов на селе. Красочный концерт подарил тепло каждому зрителю, ведь со сцены говорили спасибо врачам, педагогам, спортсменам, спасателям, социальным работникам, сотрудникам полиции. Сіздер жан жылуын төгіп, ынтызарлық сәулесін сыйлап, ізгі қасиеттер мен мұқтаж адамдарға тіреу болар әлеуметтік сала қызметкерлері. В своей поздравительной речи аким области Асхат Шахаров также отметил труд каждого актюбинца в развитии региона. День благодарности – это праздник проявления лучших человеческих качеств, особенно гуманности и милосердия. Я выражаю благодарность нашим врачам, учителям, полицейским, спасателям. Также благодарю простых рабочих профессий людей, которые своим ежедневным трудом обеспечивают нашу повседневную жизнь, дают свет, воду, тепло в наши дома, пекут хлеб, убирают мусор, водят автобусы, а также многим другим, которые неустанно трудятся на благо нашего региона. Далее на сцене чествовали меценатов, принимающих активное участие в проекте «Туган жерге тағзым». 8 предпринимателей из районов области внесли вклад в социальное развитие сел. Все, что я делаю ради родного села. Получаю благодарность односельчан. Если каждый будет носить вклад в развитие своего населенного пункта, пусть и маленьким делом, он будет развиваться. Я предприниматель в сфере архитектуры и проектирования в городе Кандагаш. По моим проектам построено много объектов. Быстрое возведение объектов, строительство дорог – все основывается на проектах. Мы с командой безвозмездно и в короткие сроки готовим необходимую документацию. Благодаря этому процесс ускоряется, необходимые для сельчан объекты быстро возводятся. Считаю важным помогать родной земле, односельчанам. Благодарность со сцены выразили и этнокультурные центры. Они исполнили песню «Я люблю тебя, Казахстан». Мы, как цыгане, любим эту страну. Мы урожденные здесь. Я родилась в Алмате, Каскилинском районе. Поэтому мы любим свой Казахстан. Мы дружны, мы преданы своим Казахстану. И пожелаю всем казахстанцам жить в мире, в дружбе и согласии под единым шанараки. Мы все люди. Всех любим, ценим и уважаем. Концерт в честь праздника благодарности скрасили выступления юных актюбинцев. Их звонкие голоса со словами «спасибо» особо тронули зрителей и представителей разных профессий. Мне 69 лет. Я уже 46 лет работаю медицинской сестрой. Благодарна, что до сих пор могу трудиться, заниматься любимым делом. Коллектив меня уважает. Сегодня пригласили на концерт. Очень нравится. Спасибо всем. Кто, если не мы, говорят? Если мы не будем это дело делать, тогда кто будет ваш покой охранять, да? Нашего народа, наших родителей. Вот мы выполняем свой долг перед Родиной. Каждый из нас пришел осознанно сюда.
уже выбрав этот путь, наверное, с детства. И здесь никаких сложностей, трудностей я не вижу. Ежедневно мы занимаемся боевой подготовкой, постоянно совершенствуемся, чтобы вы спокойно спали. Мероприятие ко Дню благодарности продолжилось праздничным концертом. Инкара Карашаева, Руслан Ельтаев, Миржан Манжулов, Аптатанаса. 1 марта в Казахстане также отметили День образования криминалистической службы. Внимательность, ответственность, кропотливость, но самое главное – железные нервы. Вот далеко не полный список человеческих качеств, которыми должен обладать криминалист. Сотрудникам этой профессии практически каждый день для раскрытия преступления приходится решать важнейшие задачи. Работа в любых погодных условиях, исследование места происшествия, поиск и сбор улик, а затем проведение различных экспертиз. Криминалист должен быть внимательным и аккуратным. На минувшей неделе наша съемочная группа подробнее узнала о деятельности экспертов. Так, Медет Джулдыкараев работает в оперативно-криминалистическом управлении уже больше 10 лет. Сотрудники ведомства уезжают только на тяжкие и особо тяжкие преступления. Так что в своей жизни он повидал всякое. Однако служба и долг полицейского, честь мундира и верность принципам всегда на первом месте для любящего свою работу криминалиста. Безусловно, криминалистическая служба является одной из главных в системе органов внутренних дел, и пусть сейчас работа экспертов стала значительно легче от внедрения современных цифровых технологий, именно от качества деятельности криминалиста зависит успешность раскрытия самых сложных преступлений. Медет Джулдыкараев уже после окончания школы решил связать свою жизнь с этой профессией, получив специальное образование по химической и криминалистической экспертизе. В школе мне получалось хорошо учиться химии. И когда я поступал в институт, мне предложили стать химиком-экспертом. И после этого я изучая химию, криминалистику совместно, мне больше криминалистика понравилась, и по этому пути и пошел. Я занимаюсь в основном баллистикой, отстрелом оружия предоставленного. Кроме этого мы еще занимаемся трассологическими исследованиями, и портретными исследованиями занимаюсь я. И сейчас в данный момент изучаю и занимаюсь исследованием документов. Всего сотрудники управления задействованы в 7 видах криминалистических экспертиз. Это почерковедческая, дактилоскопическая, другие виды экспертиз, техническое исследование документов и многое другое. Как уже упоминалось, эксперты управления выезжают на тяжкие и особо тяжкие преступления. Давно было, лет 8 или 9 назад, ночью поступил вызов, что обнаружили труп человека. Но это не в городе, обнаружили в районе. И машина его пропала. После этого, это было вечером поступило, а ночью обнаружили эту машину еще дальше, уже в совсем другом районе. Помню, я выехала с оперативниками вместе на осмотр места происшествия, мы осматривали машину. Это было зимой, в феврале, все замело, мы добрались до этой машины, до утра ждали, пока эта машина оттаяла, мы ее загнали в бокс, проводили осмотр, я помню. Долгое время проводили тщательный осмотр, так как самих людей не было, у нас не было никаких зацепок. Потом, конечно же, плоды осмотра дали, потому что следы рук, которые мы изымали с автомашины, дали некоторых подозреваемых, и это оперативникам помогло раскрыть это преступление. Криминалист входит в состав следственной группы наряду со следователем и оперативным работником. Он фотографирует место преступления, снимает отпечатки пальцев, собирает вещественные доказательства. Часто приходится работать в сложных погодных условиях. Не менее тяжело для эксперта осматривать места преступлений, совершенных в отношении детей. Очень трудно, конечно же, к этому привыкнуть даже невозможно, я не могу сказать. Тем более, когда у тебя есть свои дети маленькие, это совсем другое. Были случаи, я просто себя сдержать очень трудно, но надо быть всегда профессионалом, потому что это работа, а чувства уже должны уходить на второй план. Были случаи, я уезжал на место происшествия за городом. У нас в городе было случай, когда ребенка истязали собаки, дикие собаки. Но это тоже было очень трудно смотреть. Тоже было падение ребенка. Это буквально несколько лет назад. Там, конечно же, очень тяжелый случай. Начинаешь думать профессионально. О работе надо думать. И тогда ты отвлекаешься от самой мысли, что это ребенок. Конечно, это не только даже ребенок, даже если это будет человек, мужчина, женщина большого возраста,
Чтобы отвлечься, я стараюсь думать о работе. Штатная численность оперативно-криминалистических подразделений Департамента полиции Актюбинской области составляет 46 единиц. Все криминалисты грамотные, прошли курс обучения, получили допуска для проведения криминалистических исследований. Ежегодно наши специалисты участвуют в расследовании и раскрытии тысячи тяжких преступлений, сложнейших уголовных дел, выполняют объемные по содержанию исследований и осуществляют проверки по различным криминалистическим учетам. Как уже упоминалось, работа криминалиста сейчас тесно завязана на современных технологиях с применением новейшего оборудования. Имеется в наличии передвижная криминалистическая лаборатория. Передвижная криминалистическая лаборатория, она чем хороша? Здесь находится все необходимое оборудование для работы криминалистов в полевых условиях. Имеются все чемоданы, оснащены для проведения осмотров места происшествия по любым видам преступлений или происшествий. От кражи вплоть до взрывов, факты взрывов или каких-то тому подобных происшествий. Имеется, например, есть генератор, освещение, есть даже палатка. И необходимые чемоданы, которыми мы пользуемся на осмотрах места происшествия. Все необходимое оборудование, которое упростит работу. Отметим, что только с начала года криминалисты региона осмотрели более 500 мест происшествий. Свыше 85,5% осмотров были изъяты вещественные доказательства. По криминалистическим учетам проведено 118 проверок с положительным результатом. Установлены личности 3 неопознанных трупов. Всего в общей сложности сотрудники выполнили 418 криминалистических исследований. Николай Сырбов, Бахаджан Едыгеев, Аптат НС. Наступил первый месяц весны, это значит, что с ним и все ближе угроза паводка. В этом году зима вышла обильной на осадки. Данное обстоятельство обещает региону обильные половодья, и надо отметить, что готовиться к нему ответственные ведомства начали заранее. В том числе и дорожные службы. Так, на трассах республиканского значения области отметили 32 участка, которые находятся под угрозой подтопления во время весеннего половодья. Поэтому к противопаводковым мероприятиям в местном филиале компании «Казавтожоу» приступили еще в начале февраля. В дорожно-эксплуатационные пункты доставляется инертный материал. И это при том, что ежедневно на работу по зимнему содержанию трасс республиканского значения выходит порядка 400 рабочих. Их сложный труд незаменим. Подробнее о том, как в Актубе следят за состоянием путепроводов и готовятся к защите трасс от половодья, в нашем материале. Бахаткерей Сеид свои 60 лет проявил настоящую отвагу. Во время февральских буранов он не спал ровно 60 часов. За рулем погрузчика расчищал путь водителям дальних рейсов, которые в непогоду остались в снежном плену. За отважный труд был отмечен благодарностью акима области. Я знаю принципы работы этой техники, поэтому в дни бурана опыт позволил мне быстро выполнить поставленную задачу. Я не люблю похвалы, работаю честно, на результат. Конечно, было приятно получить награду, но в те дни все мы работали в одном режиме. Никто не смотрел, что он простой рабочий или директор. Все брали в руки лопаты и расчищали дорогу от снега. Ведь люди застряли на трассе на 2-3 суток, и мы хотели им помочь. Я сам за рулем большой техники сижу с 6 класса. Во время совхоза работал прессовщиком, окончил профтехучилище. Управлять большой техникой, при этом маневрировать ей на оживленных трассах – непростое дело, требующее внимания и осторожности. Поэтому ежедневно главный специалист отдела техники безопасности Берик Токпанов разъясняет водителям и рабочим правила безопасного труда. К слову, наш герой – ветеран Афганистана. Воин-интернационалист в работе проявляет армейскую дисциплину. Мой опыт в дорожной сфере составляет 19 лет. Я участвовал в реализации 7 крупных проектов дорожного строительства в регионе. Это Западная Европа, Западный Китай, строительство на участках Актубе-Иргиз, Актубе-Мартук, Центр-Юг, Актубе-Карабутак, Денисовка, Кустанай, Ушарал, Дружба, Жанибек-Касталовка. На всех этих проектах также работал по профессии охрана труда и техника безопасности. Своих сотрудников строю по-армейски. Для кого-то покажется очевидным соблюдать правила безопасности. Но в момент опасности человек может неправильно отреагировать, поэтому я каждый день повторяю им правила, напоминаю, как важно их соблюдать. Как отметил специалист, на трассах необходимо соблюдать скоростной режим, но наши водители не всегда обращают внимание на знаки, создавая угрозу ДТП и длительных заторов, что и произошло в минувшие бураны. На всех участках автодорог, которые представляют опасность движению, мы выставляем знаки спуск, объезд, ограничения скорости. Но наши водители не смотрят на них, разгоняются на трассах. Во время бурана так и получилось. Наша техника не смогла сразу проехать из-за длинных колонн фур. Тем временем в рамках зимнего содержания дорог и подготовки к паводковому сезону на сегодня активизированы работы по очистке русел, водопропускных труб и подмостовых зон. На линии ежедневно работают порядка 400 рабочих и 98 единиц спецтехники. Подготавливается инертный материал. Заготовлено
100 тонн бутового камня, дополнительно еще 700 тонн мы заготавливаем, 300 тонн щебня, 5000 мешков. Также заготавливаются там, лопаты, инвентарь, там, ведра, перчатки, там, сапоги дополнительно заготавливаются. Весь объем инертного материала будет разделен между 16 дорожно-эксплуатационными участками и пунктами. Это позволит дорожникам экстренно доставлять необходимые материалы на участки при угрозе подтопления. Кстати, в местном филиале отработаны мероприятия по дорогам, на которых в прошлом году произошел перелив талых вод. Возле поселка Хабды у нас большой там, поток воды был, перелив через дорогу. В одном месте мы даже вскрывали дорожное полотно. В том же году, в 2023 году, мы в сторону границы с ЗКО, у нас ежегодный был через дорогу перелив на 2 участках. Там была одноочковая труба, диаметр метр. Она не успевала потоком воды с таким. И поэтому принято решение его увеличить, пропускную способность. Поставили квадратные тюбинговые трубы на 2 участках. И в самом поселке Хабда, где мы вскрывали дорожное полотно, там была устроена 2-очковая метровая труба. Одна из самых старых трасс направления Актубе-Орск ежегодно встречает большую воду. Это дорога 3-й категории, а диаметр водопропускных труб составляет всего 1 метр. Поэтому здесь автодорожники устанавливают дамбы из межкатары в несколько рядов для удерживания талых вод. Владимир Федотов, Ингара Карашаева, Бахаджан Дегеев, АПТА-ТНС. Такими событиями запомнилась уходящая неделя. На этом у нас все. Очередной выпуск программы АПТА-ТНС смотрите в следующее воскресенье. До свидания.